Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для козерогов. Карта недели. Восьмерка червовая. Для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в паре, для тех, кто в ссоре. Это работа по найму, это бизнес и свое дело, и финансы. Проблема недели, удача недели, совет. Итак, восьмерка червовая для козерогов выпадает на неделю. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут волновать в основном вопросы семьи, отношений, детей, родителей и так далее. Ну и также на первый план выходят потребности первой необходимости. Это еда. Это все, что связано со здоровьем и так далее. То есть карта говорит о том, что вот именно этим придется озадачиваться на этой неделе козерогам. Кроме того, эмоции и чувства, конечно же, желательно по этой карте все-таки не скрывать своих эмоций, потому что то, что мы скрыли, оно не исчезает никуда. Это все копится у нас внутри, и когда уже как бы перебор у нас происходит, да, вот этого накопления эмоций, они могут выходить из-под контроля совершенно неожиданно. То есть когда это не нужно ни нам, ни нашим близким. Поэтому нужно проговаривать свои эмоции, карта говорит. Кроме того, у вас может быть какой-то соблазн, да, вот на этой неделе. Это может касаться чего угодно, того, что вы больше всего хотите. То есть как-то можно попасть под власть как раз вот таких эмоций, желаний, да, и можно какие-то глупости тут сделать. Поэтому нужно осторожнее быть. Кроме того, романтика, да, особенно для тех, кто у нас еще пока в поиске партнера, вот можно встретить как раз такого романтического партнера, который будет очень ярким, да, то есть вы будете сразу, вы заметите его сразу, то есть очень интересно вам с ним будет рядом находиться. Карта говорит о том, что вы вполне возможно с этим человеком долгое время еще будете продолжать отношения. И здесь очень хорошие перспективы. То есть у нас, по сути, вот эта карта мужская, это женская. Это просто такие очень гармоничные отношения могут быть. Теперь для тех, кто в паре, десятка червовая говорит о том, что вы все вопросы будете решать мирно, вы будете помогать друг другу, заботиться и так далее. То есть вообще вот эта карта, она говорит больше о тех людях, с которыми у нас общие интересы, с которыми нам хочется проводить время. У нас просто душа к ним лежит, и это люди, которым мы доверяем. Вот такие замечательные отношения могут быть у вас в Козероге на этой неделе, если, конечно, вот не попадать под какие-то лишние увлечения, соблазны, да, и если говорить все, что есть на душе. Десятка червовая, она у нас еще связана также с комфортом. Может быть, будете создавать комфорт в своем доме, может быть, тут уборки генеральные, да, может быть, просто приобретение каких-то вещей для дома, ремонт для кого-то, ну или просто вот создание такого вот комфортного пространства, там вечером какие-то романтические такие посиделки со свечами, да, вот это все приветствуется. Кстати, вот по этой карте тоже там музыка, стихи, чтение такое романтических каких-то текстов, да, то есть вот здесь это все приветствуется. Для тех, кто в ссоре, дама трефовая выпадает. И здесь, знаете, вот если кто-то из вас пытается вот другого обмануть, или как-то манипулировать им, то здесь, конечно, проблема. Можно помириться, да, если, допустим, вы воспользуетесь как-то ситуацией, как-то представите все в ложном свете, либо что-то такое, как условие какое-то предъявите своему партнеру, на которое ему трудно не согласиться, да, это все может привести к временному примирению, но в дальнейшем это может еще хуже стать для вас. Поэтому, если вы, если у вас есть выбор, то есть вы тот человек, который
не обманывает, который не манипулирует, да, то не нужно соглашаться на вот такое поведение своего партнера. То есть, чтобы вам не ставили условия, чтобы вами не манипулировали, да, чтобы вас не загоняли в угол. То есть, ну, как-то нужно останавливать такие отношения. Но если же вы будете мудро действовать и сможете там договариваться, да, сможете чувства свои выражать вот по этой главной карте, то тогда вот есть прекрасная возможность помириться. То есть тут как бы два пути есть, да, 50 на 50, даже больше, наверное, чем 50 тут желание манипулировать, поэтому вот будьте осторожны. А для тех, кто по найму работает, десятка трефовая, карта говорит о том, что будут какие-то важные события, связанные с начальством, связанные с там, директорами или, может быть, администрация, да, администрация города или законы какие-то, которые принимает государство, и это влияет на вашу деятельность. То есть здесь вот как бы на первый план выходит такой человек. Человек или обстоятельства, которые, ну, как бы превышают ваши возможности или как-то вас могут ограничивать или направлять. В общем, это те люди, которые, ну, скажем так, издают указы, да, то есть, что они скажут, то мы и делаем, потому что мы работаем, и как бы у них власть в руках, да, то есть вот здесь вот такое влияние. И какое оно будет? Оно может быть, кстати, и с манипуляциями, да, оно может быть и во благо нам, и во вред. То есть здесь что-то может не договариваться, да, здесь может какое-то заблуждение или частично какая-то открытая для нас информация, то есть нет полного видения. То есть, ну, что-то здесь такое вот не очень приятное может быть связанное с нашим руководством. Либо, может быть, несправедливое какое-то решение, которое будет принято. Это с одной стороны, это как отрицательная сторона. Есть еще и положительная у этой карты. Если, допустим, у вас хорошие отношения с руководителем, то для вас наоборот, это, знаете, какие-то деньги, которые вам выплатят. Может быть, это зарплата, может быть, это какая-то компенсация, но в любом случае это какая-то, вот знаете, внезапная выплата, денежная прям удача какая-то. Это может быть вот как раз по здоровью, допустим, да, ну, как бы вот сейчас мы оказались в таком, в изоляции, да, и, может быть, вас переводили на домашние, вернее, на удаленную работу, и вот, может быть, вам выплатят какую-то компенсацию за это. Но в любом случае тут связано что-то с деньгами, причем с хорошими, большими деньгами, да, и вот с влиянием таких важных людей для вас. Вот именно то, что касается вашей деятельности. И здесь вот тоже все 50 на 50. Это может быть хорошо, может быть плохо. Для тех, кто занят своим делом, король бубновый выпадает в эту позицию. Ну и здесь, конечно, могут быть заключены какие-то важные сделки, могут появляться какие-то покупатели, допустим, то, что вы давно планировали купить, продать и не могли, да, вот есть возможность на этой неделе. Кроме того, эта карта связана еще и с выгодой, да, то есть вы это не просто продадите, а продадите выгодно. И также эта карта говорит о том, что не нужно вам сейчас объединяться с кем-то. Вот здесь вот совет все-таки держать свое дело в своих руках и не делить его с партнерами, потому что для вас это невыгодно вообще сейчас. Карта когда вы напрямую заключаете сделки без посредников. Ну, вообще очень хорошая карта для денег, для индивидуальных предпринимателей. Для финансов шестерка червовая. Может быть, те соглашения, которые будут заключены, они
не на этой неделе как бы дадут вам деньги, да, может быть, просто факт получения, вернее, факт перечисления будет, а получение может быть на следующей неделе. А может быть, все-таки и вот во второй половине недели вы уже сможете это получить. Кроме того, может быть какой-то новый источник дохода, может быть доход из нескольких источников у вас на этой неделе. Но в любом случае карта хорошая. Карта возможностей. Допустим, была проблема у вас в деньгах, финансах. Вот есть возможность эту ситуацию развернуть совершенно в новом направлении. Да? Вот все тут зависит от того, с кем мы общаемся. Да? То есть вот обязательно нужно сохранять хорошие отношения с руководством, действовать по закону, юридические все нормы соблюдать. В общем, вот это вот важно для финансов. Все остальное тут как бы на вашей стороне. А теперь проблема, семерка пиковая. Проблема в том, что, может быть, нет пока что какого-то документа, который вам необходим. Ну, допустим, это какие-то документы, связанные с за границей, да, или там паспорта, или еще какие-то бумаги, какие-то вот, может быть, ограничения в том, что, чтобы их получить, либо может быть, там в них ошибки какие-то или еще что-то такое. Ну, в общем, какая-то проблема, связанная с бумагами, с письмами, доверенностями, может быть, даже и дипломами, да, вот для кого-то. В общем, вся вот бумажная вот эта вот тема. Кроме того, по этой карте еще может быть недостаток образования, недостаток опыта, недостаток информации. Может по этой карте быть как бы обман, манипуляции, введение в заблуждение. И вот и для этого используются какие-то бумаги. Также карта связана очень часто с информацией, которая идет от прессы, да, то есть вот может быть излишне прислушиваемся к какой-то негативной информации, и это вот накладывает отпечаток на всю нашу деятельность, жизнь, отношения и так далее. Удача этой недели, дама пиковая, карта говорит о том, что удача в том, чтобы сконцентрироваться на хорошем, на комфорте, на красоте, на вкусной еде. В общем, все, что делает нас счастливыми, все, что дает нам комфорт, красоту и удобство, вот это вот на этом нужно сконцентрироваться. Если же вот ваши дела, ваша профессия касается как раз вот чего-то красивого, да, женской темы, детской темы, или, может быть, каких-то договоренностей, да, то это тоже очень удачная неделя для того, чтобы все это осуществлять. Ну и вообще, это у нас карта, связанная с подарками, да. То ли мы дарим кому-то подарки, то ли нам дарят подарки. То есть вот удача будет для нас вот такого рода. И совет семерка червовая. Карта говорит о том, что нужно расти, нужно продвигаться, и причем нужно способствовать росту не только своему, да, но и своих близких. То есть это наши партнеры, это наши дети, наша семья. То есть нужно не только как бы собой быть озабоченным, да, своим, там, своей профессией, своими финансами, но также и заботиться о своих близких. Кроме того, это карта здоровья, то есть нужно заботиться о здоровье, о своей жизненной силе, то есть высыпаться достаточно, там витамины, правильное питание, физическая активность и так далее, и так далее. То есть это очень важно. Ну и, конечно же, эта карта связана с семьей, с родителями. Может быть, придется, не придется, ну, нужно кому-то будет и этой темой заниматься, и карта говорит о том, что не нужно откладывать. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, здоровья и до новых встреч!